Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. Современный Таджикистан является страной со стремительно развивающейся экономикой, устойчивым развитием международных отношений и благоприятной атмосферой инвестирования, сказал на Международном инвестиционном форуме Душанбе Invest 2025 президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон. По словам лидера нации, за последние 10 лет среднегодовой темп роста национальной экономики нашей страны сохраняется на уровне 7,6%. В последние годы Таджикистан реализовал комплексные реформы, направленные на укрепление макроэкономической устойчивости, развитие частного сектора, поддержку предпринимательства, цифровизацию и реализацию инновационных проектов. Только в 2024 году в национальную экономику поступило более 5 миллиардов долларов иностранных инвестиций и 2,5 миллиардов долларов отечественных инвестиций. В настоящее время в стране реализуется более 100 государственных инвестиционных проектов на общую сумму более 5 миллиардов долларов в различных сферах экономики, отметил глава государства. С целью повышения уровня финансовой грамотности и образования в этой сфере в стране регулярно проводятся просветительские и благотворительные мероприятия. Одним из таких событий стал фестиваль «Финансовая грамотность», организованный по инициативе Национального банка Таджикистана при поддержке финансово-кредитных учреждений, страховых компаний и международных партнеров. Он прошел в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни, а также в парке Куруши-Кабира в Душанбе. Подробности в репортаже наших коллег. Предоставить площадку для открытого общения с представителями финансовых организаций. В церемонии открытия фестиваля «Финансовая грамотность» приняли участие заместитель председателя города Душанбе Абдурахмон Зода Абдурахмон, заместитель председателя Национального банка Таджикистана Назири Гулбахор, а также генеральный директор по финансовой доступности Центрального банка Республики Узбекистан Дильбар Абдуганиева. В своем выступлении заместитель председателя города Душанбе подчеркнул необходимость повышения финансовой грамотности населения и важность финансового образования в условиях современного мира. По ее словам, проведение подобных форумов создает благоприятную платформу для обмена опытом, обсуждения идей, знакомства с новыми финансовыми продуктами и укрепления культуры финансовой осведомленности среди граждан. Представители Национального банка Таджикистана заявили, что основная цель фестиваля – расширение доступа населения к финансовым и страховым услугам, а также повышение уровня информированности граждан о деятельности кредитных и страховых организаций. В этом контексте Национальный банк Таджикистана, как регулятор финансового рынка при поддержке правительства страны и в сотрудничестве с профильными министерствами, ведомствами и международными партнерами, активно работает над развитием финансовой грамотности. Особое внимание уделяется реализации государственных стратегий и программ в этой сфере. В частности, было отмечено, что с 2023 года в рамках данной инициативы подобные фестивали прошли в 27 городах и районах страны, охватив свыше 65 тысяч человек. Гость фестиваля из соседнего Узбекистана, генеральный директор по финансовой доступности Центрального банка, также акцентировала внимание на значении регионального сотрудничества и обмена опытом в сфере повышения финансовой грамотности населения. В рамках конференционной части фестиваля специалисты банковского и страхового секторов, а также представители коммерческих структур выступили с тематическими докладами. Среди поднятых тем были обеспечение защиты от финансовых мошенников, правильное и целевое использование банковских кредитов, возможности мобильного приложения «Мой налог», финансовая грамотность – основа успешного бизнеса, значение сбережений и понятие и значение автострахования. Завершился фестиваль яркой культурно-развлекательной программой с участием известных таджикских исполнителей. Праздничная атмосфера, музыка и радостное настроение стали достойным финалом насыщенного события, оставив у участников яркие впечатления. Великий шедевр таджикского поэта Абулкасима Фирдауси «Шахнаме», вновь изданный с высокой полиграфической качеством по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона, стал ярким свидетельством уважения к истории и культурному наследию таджикского народа. В настоящее время книга продолжает распространяться среди жителей района города Душанбе. Подробности далее.
Эта благородная и уникальная инициатива просвещенного лидера нации посвящена 35-летию государственной независимости Таджикистана. Как подчеркнул глава государства, ее главная цель – прежде всего возрождение исторической памяти, укрепление национального самосознания и самопознания, а также развитие чувства патриотизма и любви к родине среди народа, особенно среди подростков и молодежи. В районе Сино города Душанбе также активно продолжаются подготовительные работы по распространению двухтомного издания книги «Шахнаме». В настоящее время книги регистрируются на базе средней общеобразовательной школы номер 60 и передаются жителям близлежащих кварталов и микрорайонов. Процесс распространения книг среди семей района находится под контролем ответственных лиц исполнительного органа государственной власти района Сино. Данное издание подготовлено издательством «Шарки Озод» аппарата президента Республики Таджикистан в 2 томах общим тиражем 1 700 000 экземпляров. Следует отметить, что уникальное Шахнаме великого мыслителя Абулкасима Фирдавси является величайшим национальным эпосом и сокровищницей мудрости и разума народов арийского происхождения. Жители страны с благодарностью и признательностью отзываются об этой патриотической инициативе, подчеркивая, что она способствует укреплению чувства гордости, достоинства и гражданской ответственности каждого гражданина Таджикистана. Мехргон – один из древнейших и самых ярких праздников арийцев, история которого насчитывает тысячи лет. Этот праздник отмечается в день осеннего равноденствия и празднуется в честь любви, света и дружбы в древней культуре Ирана и Таджикистана. Комментарий наших коллег. Согласно историческим источникам, Мехргон считался вторым по значимости праздником года после Навруза. Его отмечали с большой пышностью и великолепием во времена первых арийских царей, особенно в эпоху ахменидов и сасанидов. Согласно легенде, Мехргон – это день, когда Фаридун победил одного из великих иранских борцов Захака и восстановил справедливость. Именно поэтому Мехргон – это не только праздник природы, но и символ победы света над тьмой. После обретения Таджикистаном независимости праздник Мехргон был возрожден и сегодня отмечается с большой пышностью и великолепием по всей стране. Ежегодно в столице и регионах проводятся выставки сельскохозяйственной продукции, культурные мероприятия и конкурсы. Мехргон – это не только праздник урожая, но и символ единства, любви, патриотизма и уважения к национальным традициям. Этот праздник призывает людей к единению, дружбе и бережному отношению к природе. На протяжении всей своей тысячелетней истории Мехргон считался не только данью уважения труду земледельцев, но и важной частью культурной самобытности таджиков. В прошлом земледельцы отмечали этот праздник после завершения полевых работ и выражая благодарность и дары земли и свой труд. Этот праздник сближал людей с природой, прививая молодому поколению уважение к земле и воде, солнцу и труду. Таким образом, Мехргон всегда был символом человеческой солидарности с окружающей средой. Мехргон также занимает важное место в произведениях великих персидских и таджикских литераторов. Известные поэты и писатели, такие как Фирдауси, Рудаки, Нусир Хусрав и другие, упоминали этот праздник. В Шахнаме Фирдауси говорит, что Джамшед праздновал Мехргон после обретения Великого Царства и сделал его праздником радости и добра. Стихи и рассказы, связанные с Мехргоном, широко распространены в народе и передаются из поколения в поколение. Все это свидетельствует о том, что этот праздник не только народное искусство, но и источник культурного и литературного вдохновения. Для таджикского общества Мехргон – это не только праздник урожая и радости, но и символ единства и мира. В прошлом в этот день люди откладывали в сторону всю вражду и неприязнь и протягивали друг другу руку дружбы. В Таджикском государственном институте культуры и искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Мехргон, одной из древнейших традиций таджикского народа. Праздник был встречен с особым размахом и торжественностью при участии руководства преподавателей, студентов и гостей. Празднование Мехргона в наши дни продолжается во всех учреждениях и организациях страны. В связи с этим в Таджикском государственном институте культуры и искусств имени Мирзо Турсунзады состоялось культурное мероприятие, посвященное этому празднику.
Участники во время встречи посетили выставку студентов и преподавателей института и оценили празднично оформленные столы каждого участника. В начале собрания руководство института выступило с речью, напомнив о историческом и культурном значении Мехргона. Было отмечено, что Мехргон относится к числу самых древних национальных праздников и является символом любви и дружбы, преданности и уважения труду и земным благам. Проведение подобных мероприятий помогает студентам приобщаться к национальным и духовным ценностям, укрепляя их чувство патриотизма и самосознания. درود ای تاجیکستان سرای جاویدانی عشق و عرفان من فریدونم. Яркая культурная программа стала частью торжественного мероприятия, посвященного празднику Мехргон, прошедшего в Таджикском государственном институте культуры и искусств. Подобные мероприятия традиционно организуются в этом учебном заведении по случаю всех праздников и значимых исторических дат. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Всем желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами. До новых встреч!